совершает традиционный визит к якутскому властелину холода Чисхану. И, получив этот холод, отправляется по стране. Сохраняя традиции, в 2011 году впервые провели фестиваль встречи якутской зимы. Здесь вас ждет фестиваль строганины, конкурс ледовых скульптур, всевозможные зимние забавы. У Чисхана и зимы много сказочных персонажей, а создает эти сказочные образы известный якутский модельер, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия, член Союза художников России, член Союза дизайнеров России, сотрудник Северо-Восточного федерального университета Августина Филиппова. Сопровождают коллекцию лауреаты международных конкурсов и фестивалей, обладатели мирового звания «Живая легенда этнической музыки» этногруппа «Эрхам», художественный руководитель «Виртуоз мира», заслуженная артистка Республики Саха-Якутия Альбина Дегтярева.
Приветствуем автора коллекции Августину Филиппову. Августина Филиппова. Девушка. Так же работаю, как и вы. Уважаемые гости, вновь внимание на экран. Международные спортивные игры «Дети Азии» проводятся раз в 4 года. В 2012 году в играх принимали участие около 3000 спортсменов из 27 стран мира. Международные спортивные игры «Дети Азии» получили начало в 1996 году и были посвящены столетию олимпийского движения. Игры получили патронат Международного олимпийского комитета, ЮНЕСКО и президента Российской Федерации. «Дети Азии» напоминают аналогичные юношеские спортивные форумы, Олимпийские игры, но меньшего масштаба. В играх задействовано большое количество спортивных объектов. Организована Олимпийская деревня, в которой проживают участники игр. Организована специальная информационная и транспортная сеть, система безопасности. Разработана богатая и интересная культурная программа. Международные спортивные игры «Дети Азии» объединяют страны в развитии детского спорта, воспитании патриотизма, пропаганды идей олимпийского движения, укрепления дружбы и мира на всем земном шаре. 17 ноября текущего года в городе Воронеже национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards 2012 присвоена 5-м международным спортивным играм «Дети Азии». Добро пожаловать в город Якутск в 2016 году, когда состоятся 6-е по счету игры «Дети Азии». Но сейчас Национальный театр танца Республики Саха-Якутия имени Сергея Зверева. Приветственный танец.
Дорогие друзья, уважаемые гости, этим приветственным танцем мы начали презентацию следующего проекта «Национальный праздник Эсэх». Каждый народ имеет старинные праздники, традиции, которые бережно передаются из поколения в поколение. У народа Саха, якутов, это традиционный национальный праздник Эсэх. Культовый праздник возрождения природы, дни создания глубокой связи человека с круговоротом жизни в природе. Родиной летнего праздника являются степи Центральной Азии, где предки якутов со своим скотом и скарбом кочевали по бескрайним степным просторам. Элементы якутского праздника имеют сходные черты с летними праздниками тюркских народов – тувинцев, алтайцев, татар и башкир. Якуты, называющие себя Уранхай-Саха, это самый северный и, вероятно, самый древний из многочисленной семьи тюркских скотоводческих народов. Традиционно Новый год в Якутии начинался с приходом лета. Эсэх – это встреча солнца, лета, начало нового жизненного цикла. В древности он был еще и всеобщим днем рождения. Прибавить себе год с полным правом могли лишь те, кто пережил длинную суровую зиму. В последние 2 года в дни празднования Эсэха установлены 2 мировых рекорда Гиннесса. Самый массовый ансамбль игры на хомусе, когда одновременно и синхронно играли на хомусе 1344 человека. И самое массовое исполнение хороводного танца «Эсохой», в вечном круговороте жизни которого одновременно кружилось 15 293 человека. В Якутске в это время стоят белые ночи, когда солнце заходит за горизонт лишь на полчаса или на час. В программе праздника проходят спортивные соревнования, скачки, борьба, состязания в национальных видах спорта. Одним из священных действий является обряд кумысопития, где после окрепления логосщитом священного напитка из кобыльего молока кумыса уважаемый старец первым отведает напиток белого изобилия. Именно испитием кумыса считается Эсэх открытым. Эсэх – это самый массовый праздник, где на священной Тюсельге одновременно собирается до 25 тысяч человек с разных уголков необъятной, многонациональной Якутии. Этот праздник проводится сначала в Наслигах, затем в районных центрах. И так он перерастает в республиканский национальный праздник Эсэх, который каждый год посвящается какой-либо знаменательной дате. На экране вы сейчас как раз таки видите обряд кумысопития. В Эсэхе участвуют все народы, живущие в мире и согласии на священной земле Аланхо. И так, сохраняя традиции, почитается и современность. Дорогие друзья, приглашаем вас приобщиться к национальному празднику Эсэх и принять участие в одном из старинных обрядов народа Саха – обряду очищения. Пришло время древнего таинства. Пришла пора поклонения верхним божествам, устроителям мироздания. Настал час благословения. Время обряда. — 2012 год в Якутии. Год единения и дружбы народов в республике. Мы, представители многонациональной республики, преподносим вам связующую нить времен предков великих, священные веревки Ситии. Сегодня мы в знак согласия между народами и примирения перед силами природы повязываем саламар, священный символ веры и надежды людей в торжество человеческого разума и духа гармонии с природой.
Пусть вознесутся и исполнятся ваши заветные желания. Под священной Солома, украшая, оберегая нашу дружбу и единение. Пусть сбудутся пожелания, пусть останется благословение. Уруй Айхал. Сейчас я попрошу Екатерину Ивановну пройти к нам на сцену, чтобы продолжить презентацию туристского потенциала Республики Саха-Якутия. Спасибо. Уважаемые дамы и господа, вы сумели увидеть наши эксклюзивные туристские продукты. И, как и следовало ожидать, осталась самая заинтересованная аудитория, то есть в основном представители средств массовой информации. Я прошу вас рассаживаться, уважаемые коллеги, пожалуйста. И сейчас вместе с Анатолием Анатольевичем Добрянцевым, с моим коллегой, генеральным директором Национальной туристской компании «Якутия», я приглашаю их сюда для того, чтобы мы провели с вами короткий брифинг. Я думаю, что у вас сегодня, наверное, появились вопросы. Итак, позвольте мне несколько закруглить сегодня нашу презентацию. Мы показали вам наши эксклюзивные туристские бренды, попытались вам рассказать доходчиво, что вас ожидает, когда вы посетите Якутию, и приобщиться к этим событиям. Это национальный праздник ИСЭК, это проект «Зима начинается с Якутии», наш фестиваль. Это фестиваль «Полюс холода», который проходит в марте, а зима начинается с Якутии в декабре, 1 декабря. Национальный праздник ИСЭК происходит 21 июня, встреча лета. Это бриллиантовая неделя, которой посвящена первая неделя сентября. И игры «Дети Азии», о которых мы говорили, раз в 4 года они проходят. И это наш праздник, который открывал природный парк, проект «Природный парк Клинские столбы», который можно посещать и зимой, и летом. Летом, начиная с июня до сентября, а зимой в любое время. Вот теперь мы готовы ответить на ваши вопросы и потом приобщиться к нашей дегустации. Пожалуйста, Анатолий Анатольевич, проходите сюда. Анатолий Анатольевич, я вас приглашаю. Наверное, вам тоже могут быть вопросы. Георгий Ильич, пожалуйста, сюда. Микрофоны у нас в зале. Коллеги, Лена Гудовна, где микрофончик? Да, потом будет. Я не вижу свободного микрофона для прессы. Есть вопросы? Лена Юрьевичка, скажите, а такая презентация будет ежегодно? Из каких планов по движению Якутии дальше? Презентация будет проходить, вот такая презентация, конечно же, раз в 5 лет, потому что раз в 5 лет мы отмечаем очередную дату вхождения Якутии в состав российского государства. Ну, я имею в виду вот те масштабы в целом презентации республики. А презентация туризма проходит у нас и на наших выставках международных, которые проходят в Москве, в частности, в марте будут, ну и, конечно, на международных выставках, которые организует наше российское агентство по туризму. И сегодня в нашей презентации здесь как раз агентство наше участвует. Сивченко Александр Александрович, начальник управления туризма,
и другие коллеги с этого агентства, а также Министерство культуры сегодня здесь с нами. Это говорит о том, что сегодня туризм в Якутии потенциален, и такая презентация для населения, наверное, нужна. Константин Исаков, «Вечерняя Москва». Я думаю, выражу общее мнение, сказав, что презентация была очень яркой, красивой, впечатляющей. Красоты природы, красоты края – это замечательно. Но туризм – это еще и сложная инфраструктура. Хотелось бы услышать об этом. Какая инфраструктура уже существует у вас и какая планируется в ближайшее время? Спасибо, очень хороший вопрос. Мой коллега Алексей Александрович вначале немножко говорил о том, что сегодня правительство последовательно создает условия для развития туризма. И, конечно же, это инфраструктура. Ну вот давайте начнем с того, что сам по себе туризм республики, он, конечно, потенциален, но без наличия инфраструктуры его реализовать было долгие годы, десятилетия, можно сказать, невозможно. Благодаря тому, что вот уже 5 лет республика реализует большую стратегию, она называется «Схема развития производительных сил транспорта и энергетики». В нашей республике она, кстати, утверждена правительством Российской Федерации. И эта схема развития новых производств в республике, таких как нефтяная, газовая, угольная и другие отрасли, это не только добыча, это развитие крупных производств. Под это на условиях государственно-частного партнерства создается мощная инфраструктура. Это международный аэропорт, который буквально в этом году уже открыт. Это железная дорога, альтернативная нашей очень дорогостоящей авиационной транспортным сообщениям. Она пришла сегодня уже в город Якутск. Сегодня на открытии нашей выставки мы слышали министра транспорта Российской Федерации, который говорил как раз о том, что буквально сегодня сошлись в центре, в Якутске, в столице республики, весь транспортный узел, и авиационный, и речной, и железнодорожный, и наземный. Конечно, это та самая инфраструктура, которая сегодня позволяет нам совсем по-другому гасить туристский потенциал. Безусловно, это должны быть еще и более внутренние, локальные аспекты нашей инфраструктуры. Это гостиницы, это кадры наши, это наши сувенирные продукты, то есть все сопутствующие наши направления. Для этого у нас в республике, говорил мой коллега, здесь первый зампред правительства, принята стратегия развития не туризма, а индустрии туризма, которая как раз объединяет в комплексе все направления, о которых я сейчас сказала. А под это на 5 лет принимается государственная программа. Вот в таком комплексе сегодня системно развиваются все направления инфраструктуры для реализации туристского потенциала. Российский союз туриндустрии. А вот можно узнать по цифрам турпотока в республику и какие мероприятия сегодня наименьшее число туристов? Конечно, вы абсолютно резонный вопрос задаете. Сразу отмечу. Республика занимает 3 миллиона 100 квадратных километров. Представляете, огромнейшая территория и расстояние от центра нашей Родины 6 тысяч. И преодолевать это расстояние стоит достаточно дорого авиации. Поэтому, конечно, массовый туризм сегодня в республике, развивать въездной туризм, достаточно проблематично, потому и есть эти государственные документы. Тем не менее, благодаря вот системной такой государственной политике, вместе с тем еще и поддержки со стороны сегодня, я считала бы, сегодня даже говорила бы о государственной политике не только отдельно взятого региона, а о государственной политике Российской Федерации. Потому как у нас есть программа внутреннего въездного туризма России, работающая уже второй год. Есть сегодня закон российский, который постоянно совершенствуется, и другие механизмы, которые сегодня позволяют регионам вместе с федеральной властью развивать и активизировать, собственно, туристские потоки. Вот если говорить конкретно о наших туристских потоках, то они для нас, будем говорить, в хорошей динамике. Ежегодно где-то 6-7% роста приезда к нам в республику. Если говорить в фактических цифрах, они, может быть, не сопоставимы со многими центральными регионами, но, допустим, в прошлый год это 158 тысяч. Еще годом раньше было только 136. А еще 5 лет назад это было всего 60-70 тысяч. Поэтому мы считаем, что динамика прибытия в республику туристов достаточно позитивная.
Восточный капитал журнала Екатерина Ивановна, у меня два вопроса. Первый вопрос, как сделать так, чтобы дешевле была дорога, к вам можно было добраться, если это одна из самых серьезных проблем, да? Что-то предпринимается правительством республики, может быть, федеральное правительство в этом помогает? Безусловно, я и попыталась сказать, что сегодня это общая государственная политика. Но опять же скажу, что у нас принято, кроме нашей стратегии развития отдельно взятого нашего региона, еще есть стратегия развития Дальнего Востока и Забайкалья. Эта стратегия тоже принята правительством Российской Федерации. Так вот, в рамках этой стратегии сегодня удешевление и тарифная политика в отношении авиаперелетов в дальневосточные регионы, она уже сегодня реализуется второй год. То есть, во-первых, начиная с апреля и по октябрь месяц, это специальное предложение для населения, жителей от 18 до 50 лет, для перелетов жителей именно этих регионов. Кроме того, конечно же, сегодня приход альтернативной транспортное обеспечение, конечно же, влияет на тарифы. И хочу сказать, что еще и приход не только, скажем, альтернативных железных дороги и других, а приход и авиакомпаний к нам, например, в республику, кроме нашей долго работающей единственной национальной компании «Якутия», сегодня мы уже говорим о 3 других, которые уже присутствуют на рынке, и, конечно, это тоже влияет сегодня на ценовую политику. Поэтому есть специальные, конечно, и механизмы снижения и влияния на тарифы авиаперелетов, например, но есть еще и конкуренция. Конкуренция, которая тоже, конечно, сегодня развивает, собственно говоря, вот этот сегмент нашего рынка. Ну и, наверное, Георгий, вы меня дополните в этом вопросе? Нет? Да, вот Екатерина Ивановна правильно заметила, что в основном конкуренция делает здесь немаловажную роль. И есть, конечно, планы, но неизвестно, когда они будут. И планируется, что перелеты на Дальний Восток будут в той или иной мере освобождаться от налога на стоимость. Но это, конечно, на ближайшие 5 лет. Это не планы, а это сегодня поручение. Мы все знаем президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который сегодня регионы, вернее, правительство Российской Федерации, соответствующее министерство, я имею в виду Министерство финансов, экономики, Министерство транспорта, как раз над этим работает. И мы, конечно, возлагаем большие надежды именно вот на этот сегмент составляющий нашего тарифа. Пожалуйста, еще вопросы, и мы с вами спешим к нашей следующей. Пожалуйста. На будущий год в Лондоне вы будете принимать участие на выставке Excel. Спасибо, Светлана Джонсон, это как раз представитель Великобритании. Мы участвовали в прошлом году, республика проявила неплохо себя, и в этом году говорят, что там нас ждали. На следующий год мы планируем регионы Дальнего Востока выйти единым проектом. Он называется «Восточное кольцо России». Сегодня мы готовим этот совместный проект. Собираемся. Мы начинаем церемонию награждения. Указом президента... Подождите, мы еще не начинаем. Сибирское землячество в Крыму предлагало, чтобы была связь Якутии с Крымом, чтобы жители Республики Саха снова стали отдыхать в Крыму, как было в старые времена, во время Советского Союза, а крымчане, чтобы смогли ездить в туристку, на охоту, рыбалку. В отношении того предложили Сибирское землячество, чтобы союз был договор между правительством Республики Саха и правительством Крыма. Спасибо, я поняла. Можно я буду отвечать? Если я буду отвечать, люди подумают, что, наверное, мы договорились. Но я с большим удовольствием вам отвечу, что сегодня два ведомства Крымского края и мы, Республика Саха-Якутия, заключили еще в прошлом году такой договор. И сегодня уже у нас есть совместный проект, он называется «Юг и Север». Он уже работает. Сегодня он работает в отношении детей. Наши дети с севера ездят
ездят в летний период отдыхать вот по нашему соглашению на юг. Сегодня мы планируем, кстати, и были первые группы южан на полюс холода в декабре прошлого года. Такой проект начинает работать. Спасибо. Ну, я так думаю, что мы хотим уже закругляться, да? Закругляться с презентацией, с брифингом. И продолжим сейчас небольшую нашу официальную часть и пойдем на дегустацию. Указом президента Республики Саха-Якутия за плодотворное сотрудничество в охране окружающей среды и активное содействие по включению природного парка Ленские столбы Республики Саха-Якутия в список всемирного наследия ЮНЕСКО наградить знаком отличия «Гражданская доблесть» Буторина Алексея Андреевича, научного сотрудника Института географии Российской академии наук, город Москва. Наградить знаком отличия «Гражданская доблесть» Журавлева Андрея Юрьевича, научного редактора журнала National Geographic Россия, общество с ограниченной ответственностью United Press, ведущего научного сотрудника Геологического института Российской академии наук, город Москва. Наградить знаком отличия «Гражданская доблесть» Маркаева Павла Юрьевича, исполняющего обязанности заместителя директора по научной работе Палеонтологического института имени Борисяка Российской академии наук, город Москва. Наградить знаком отличия «Гражданская доблесть» Розанова Алексея Юрьевича, главного специалиста Российской академии наук, кавалера Ордена Дружбы, заслуженного деятеля науки Российской Федерации. Наградить знаком отличия «Гражданская доблесть» Трофимову Елену Владимировну, старшего научного сотрудника лаборатории геоморфологии Института географии Российской академии наук, кандидата географических наук, город Москва. Решением президента Республики Саха-Якутия за заслуги в социально-экономическом развитии Республики Саха-Якутия, значительный вклад в укрепление дружбы, межнационального мира и согласия, многолетнее плодотворное сотрудничество и в связи с 380-летием вхождения Якутии в состав российского государства вручить юбилейный знак «380 лет Якутия с Россией» Корнееву Сергею Евгеньевичу, руководителю Департамента туризма и региональной политики Министерства культуры Российской Федерации. Знак получает представитель министерства. Президент Егор Борисов. Уважаемые дамы и господа, наша презентация завершается. Спасибо за участие. И сейчас мы обращаем ваши взоры вперед направо. Всеобщие
Опа. Нет, мы не сядемся.
выступает ансамбль Государственной филармонии Якутии «Баланс».
Как тебе нравится учиться? Ты отличница? Умница. А кем хочешь стать, когда вырастешь? Ух ты! Будешь людей лечить? Какая ты молодец! А какой твой любимый предмет? Все, наверное, любишь. А загадки любишь? Знаешь какие-нибудь? Давай, загадай мне, а я тебе загадаю. Ой-ой-ой, какая сложная загадка. Даже не знаю. Может быть, журавль? Да что же? Может быть, синица? Синица? Ну все, я сдаюсь. Что же это? Ай-яй-яй-яй-яй. Как я могла не отгадать? Ну что ж, мой черед. В поле лестница лежит. Дом по лестнице бежит. Что это? Какая может в поле лестница лежать? Умница. Ну вот, у тебя лучше получается, чем у меня. Ты молодец. А стихи какие-нибудь любишь? Расскажешь мне? Ай-яй-яй, почему? Ты стесняешься? Ну не стесняйся. Хочешь, я начну? А ты продолжишь. Наша Таня громко плачет. Уронила. Тише, Танечка, не плачь. Ну вот, а говоришь, стесняешься. А у тебя так хорошо получается. Еще какой-нибудь знаешь? Ну ладно, ты еще много узнаешь стихов. Как тебе выставка? Тебе тут понравилось? А что больше всего понравилось? Дай угадаю, мама. Ой, спасибо. Ты мне тоже очень понравилась. Давай мы с тобой сыграем. Я тебя догоняю. Только не очень быстро. Догоню, догоню. Я тебя почти догнала. Ну хочешь ты? Нет, соревноваться с тобой. Ты слишком шустрая. Даже перед пообсуждаем, значит, поспорим. И вдруг оказалось, что это произведение масштаба гигантского, большого масштаба. И это не только для одного народа, для одной страны, но и для всего содружества народов, и для мирового состояния, в котором мы находимся сегодня. И кто-то встал и поклонился, зауважал Николая, а мы-то его давно знаем, уважаем, как сейчас обойдем известного пленума, того восстановительного пленума в 95 году, который происходил в Якутии.
сказал, как из простого мальчика деревенского. Когда я-то всегда считал, что Пушкин якутский поэт, потому что это третий класс русского слова. Да, и, наверное, как многие тоже. Он познал мир поэтический, познал мир истории, мировоззрения, глубины этого. И я советую тем, кто легкого чтения создал, а для того, чтобы поломать немножко голову, мозги, как-то задуматься, перевернуть назад и снова еще раз прочитать то, что написал Николай. Это роман, выдающий важное событие нашей российской литературы. И он добавляет это снова в широком смысле, потому что идут у нас споры, да, хватит нас, есть русская литература, есть другие, да, есть русская литература, есть якутская литература, но есть общая российская литература, в которой такие писатели, как Николай Миронов, вставляют Вместе с работой ГЛНД? Ага, конечно. А как еще? Ими бем. Если кто-нибудь прочитал, прочитает. Вы как выставка на международной конференции многие открытые. Александр Ильич, ну вот чемпионат подъехал, все несколько сделали уже, он остается может смысл какой-то. Это сплавчик точно. Знаем таких проектов.
Пойди домой тогда. Сколько это будет? Ты не здорово разбивал, Сережа? Установленный рекорд Гиннесса по самому массовому круговому танцу на службе. В этом приняли участие 15293 граждан гостей праздника. Рекорд зафиксировал судья, эксперт Шеф Ротберг из корпорации Гиннесс мировые рекорды Великобритании. Не было ли что-то? Был. Я, по крайней мере, начал в области. Богатырей из разных улусов, которые состязались между собой на силу, ловкость и смертливость. Даже в данном случае я вам сказал, что первым и А можно я вас попрошу, как вы считаете, на завтра какой роль стресса? пойдем. Да я знаю, везде делают так. Везде уже так делают. Вот я хотел бы подчеркнуть, чтобы технопарки были некоторые, которые нужны нашей республике. И их тут много. И как мы сегодня видим, желающих попасть в технопарк. Что, колись? Где ты устроился? Первый этап. Потом догнать мировую. Кто тебя доверил? Пойдем. Вы хотите сфотографировать? Да так это, да, да.
Надо было как-то это озвучить. Ну, вот я хотя бы, вот если вот кино было, там все-таки выступил. Что-то все-таки знали, потому что нигде не сказано, что это основа для всех первопроходцев, первопроходцев, то есть эти самые первопроходцы. Месторождение стали на юге. Все уходило, поэтому я вот и приехал. А вы там выступили? Нормально потом.
Герои